Момент падения трехлетнего ребенка в Казани попал на камеры видеонаблюдения. Это девятиэтажка на улице Минской. Мальчик выпал из окна 5-го этажа. Вот это место, где ребенок вчера лежал, время около 4 часов, я когда мимо проходила, и окна у них были открыты. Дания Зиганшина живет в соседнем доме. Говорит, прохожие вызвали скорую, но от полученных травм ребенок скончался на месте. Соседи предполагали, что трагедии рано или поздно было не избежать. С соседних подъездов говорили, все время у них окна открыты, дети все время высовывались. Мы сколько раз им говорили, окна закройте, отойдите. Они прям друг на друга вот ложились этажами, да? Вот так они высовывались из окна. Семья снимает квартиру. Приехали из ближнего зарубежья. Отец сейчас отбывает срок. Мама в момент трагедии ушла на работу. Старшим детям 6 и 12 лет. Погибший был самым младшим. Возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. У надзорных ведомств есть вопросы к органам опеки и профилактики безнадзорности. По предварительным данным, многодетная семья, в которой воспитывался погибший ребенок, неполная и имеет признаки неблагополучия. В связи с этим надзорное ведомство, в числе прочего, проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Днем ранее трехлетняя девочка упала с 7-го этажа в Елабуге. Причина одна из самых частых. Малышка облокотилась на москитную сетку, конструкция не выдержала ее веса. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, семья благополучная, многодетная. В момент трагедии мама 3 дочерей занималась стиркой, папа был на работе. На каждом окне установлена по умолчанию ручка, обычная. То есть поворачиваем накладку, откручиваем обычной крестовой отверткой 2 винта, прикручиваем детскую ручку с ключом и, соответственно, при вытаскивании ключа ручка уже не провернется. Существуют разные виды замков-блокираторов окон. Их можно приобрести в профильных и строительных магазинах. Стоят они от 100 до 300 рублей, а на сайтах объявлений можно найти и за 10. Это ли цена детской жизни? Самый универсальный – это детский замок с тросом. Он подойдет на любые окна – алюминиевые, пластиковые, деревянные. И такую систему ребенок точно не откроет. Тема стала очень актуальной. В среднем у нас каждый второй клиент приходит либо за москитной группой усиленной, либо за детской безопасностью. Процесс монтажа доступен для любого обывателя. Есть инструкция по установке, она очень простая. Почти все замки устанавливаются на 2 самореза. Главное правило – не оставлять детей без присмотра, в том числе в гостях, не класть на подоконник игрушки, чтобы не привлекать внимание малыша. Убрать от окон стулья и мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Желательно не оставлять детей одних вообще в комнате, я так думаю, смотреть. Либо же ставить блокираторы на окна. Если ты отвлекаешься, там до кухни или где-то, закрывать окна, форточки. И обязательно следить, ни в коем случае не оставлять их одних. На всех своих окнах у нас стоят замки. Я только так считаю, потому что 1 секунда нужна для того, чтобы ребенок просто успел выпасть. Это же вообще горе такое. Столько семей на самом деле пострадали, столько детей. У нас даже у родственников есть случай такой. При ударе об землю велика вероятность травмы головы и внутренних органов, возможно, обильная кровопотеря. Падение с высоты – одна из частых причин смерти детей старше года. Как говорят спасатели, погибают дети 2-3 лет. В этом возрасте у них нет чувства опасности и страха. С 2016 года строители обязали устанавливать окна с замками в детских образовательных учреждениях. После этого большинство случаев падения происходит уже в жилом секторе. Только за прошлое лето в Татарстане из окон выпали 20 детей, 18 получили травмы, 2 погибли. И это за весь сезон. В этом году столько же смертей за первые сутки лета. Лина Зинатульна, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.